Она по-настоящему народная. Это подтверждает ее официальный статус народной артистки Республики Татарстан. Так и подтверждает ее народную любовь, потому что более 200 концертов за сезон дает семья Хакимовых-Уразовых по всей стране. В любой точке России они могут собрать своих слушателей. И также 3 подряд концерта в Кремлевском дворце. Это самая главная площадка нашей страны, нашей большой страны. И назвать это не иначе, как феномен Гузель Уразовой, я не могу. А сегодня, перед началом 22-го сезона, хочется просто походить, просто душевно поговорить, погулять, посмотреть, где были ее первые шаги в большом городе, как принял ее этот большой город. Конечно, мы побываем в общежитии, там, где развивалась Гузель Аскаровна, и побываем там, где родилась семья Гузель Уразовой. Это первая квартира, где вместе они жили с Ильдаром Хакимовым. Будет душевно, по-другому никак, будет интересно. Ну и, конечно, мы начнем этот день с концерта. Поэтому приятного просмотра, оставайтесь с нами. Я сюда приехала, первый шаг в Казань, я как раз здесь, на ЖД вокзале. Поезд, который меня привез, я помню. Потом я без конца ездила домой. 8 часов пути, станция Чернушка-Казань. Да, в общем, на нашей станции поезд стоял всего 2 минуты. Это, конечно, был кросс для того, чтобы ты мог успеть запрыгнуть на свой вагон. Если ты еще, не дай бог, там не на тот вагон запрыгнул, там внутри, значит, с 2 мешками картошки, ты еще мог там часа 3 внутри поезда пройти и дойти до своего вагона. Ну, в общем, это было очень интересно. А родители все время, как всегда, старались, чтобы я была не голодная, была всегда одета, чтобы мне было тепло, уютно здесь, поэтому они старались больше набить мне сумки. Семейные обязанности, ну, как сказать, мы все делаем вместе. У нас нет такого. Ну, конечно, Ильдар Айвиловичның ішіне мен тығылмайым. Менің өзімнің киімдер, костюмдар, репертуар, ансы енді менің үсті вазифалар, техника, бүтін оборудование, ұйыштыру мәселелері, администрирование, бүтін Ресей бойынша, бұл енді Ильдар Айвилович біздің жетекшіміз, руководитель наш театра нашего, поэтому это на нем. Работы всем хватает, честно говоря. Все начинается с прорисовки сцены, то есть мы просто визуально все определяем, делаем, чертим рисунок, потом отдаем в технический отдел. Технический отдел все вот это, как говорится, все наши желания исполняет. Если говорить про данный сетап, то это сложность заключается в том, что нужно собрать вот эти экраны в подвесе, то есть, грубо говоря, их очень сильно давит вниз. И это все подвязать, пристраховать, чтобы, не дай бог, ничто не упало. В этом большая стояла сложность. А также у нас напольный экран. На татарской эстраде, наверное, никто этого не делал. Это очень интересное, очень выигрышное решение. Когда идет какая-нибудь, даже, грубо говоря, дискотечная песня, очень прикольно, что снизу еще добивается светом. Біз кішкене уақыттан өзімізді біле башлаганнан берілі, можно сказать. Біз аны тыңлап өстік, ол бізге бик якын. Шуңа күрә біз аны концертына гүл йөрибез. Вообще, мондай концертка гүл йөрүгә кирәк, тем более балалар белән. Концерт действительно бик шәп. Шундай прям утлар, шундай костюмнар разный. Все супер. Балаларга действительно тоже бик ошый. Ошыйбыз сезгә балалар? Безгә бик нык ошый. Тагын киләчәкбез, Алла берсә. Открыто, да. Куда заходим? У меня сейчас пропуск уже нет. Студенческого давно тоже нет. Вообще, это общежитие, где я жила. Ага. Здесь лифта нету, да, я так понимаю? Нет, конечно, какой лифт. Я вот эти все мешки картошки тащила сама. Знаешь, никогда никто не помогал. А если всех угощать, приходили себе, всем раздавала. Мне не жалко было. Денег-то нету. А на 1 жетон, чтобы позвонить родителям, у меня все-таки остались копейки. И я пешком до центра пошла, помню, отсюда. Волнительно, нет? Ну, есть что-то вы здесь делаете. Ну, если это студенты, они, наверное, учатся. Если повезет. Все, я думаю, хватит. Гузель Аскаровна, что еще здесь было? Давайте прогуляемся.
Общага же это такое золотое время, интересное время. Да, чем? Картошкой. Вот здесь был, Угу. правда, здесь... кстати, стоят. Нормально. Здесь руки можно мыть. Раньше здесь раковины не было. Вот здесь стояли у нас вот эти плиты. До сих пор стоят. Я в 99-м году приехала в Казань и жила уже сразу здесь. От института дали мне общежитие, место дали. Все свои секреты показать просишь, да? Это холодильник наш. Там уже шоколадка лежит. Это холодильник, и в то же самое время, если поставить подогрев, то это микроволновка. То есть можно еще еду разогреть, да? Здесь есть электричество 220, то есть здесь я могу проутюжить свои костюмы, если нужно, это очень удобно. Здесь можно поставить чайник, вскипятить и чай попить, кофе попить. Что здесь еще есть? Здесь есть зарядники впереди. На всякий случай взяли матрас. Здесь, да, у нас еще матрас есть. Это расстилается, превращается Да, в полностью. можно полежать немножко. В дороге, если ты 1000 километров едешь. Техническая сторона подготовки к концерту – это как бы одна сторона медали. На самом деле люди приходят слушать, все-таки приходят на фамилию, на имя, на артисты приходят, правильно, слушать песни, поэтому творческая сторона, она как бы первостепенная, а вот то, что вот это все красивое оформление, это только дополнение именно вот артиста. Аның җырлары безгә яшәргә дәрт бирә. Шуның өчен һәр вакытта килергә тырышабыз. Это люди, которых я обожаю, уважаю, люблю, сплю, их вижу. Ну, это для меня очень родные люди, все мои зрители. Их всех все больше и больше становится. Мне вот это еще нравится, что с каждым годом нас больше и больше. Даже еще, знаешь, нравится, когда приходят зрители, которые говорят: Зоя Оскаровна, я ничего не понимаю, но я вас обожаю. Вот для меня это самые главные слова. Для меня это очень дорого стоит. Спасибо большое, что вы всегда со мной. В 2006 году. Вы Да. верный фанат. Да, в 2006 году друг познакомил как-то, диск подарил, и пошло-поехало. С того и началось. Да. Так и началось все. С простого диска. Причем языка не знаем абсолютно. Илдар Хакимов, Гүлзар Уразованың ижатын бик күптәннән карыйбыз, яратабыз, ошатабыз. Мөмкинчелек чыккан сайын аларның концертларына килергә тырышабыз. Бик ошатабыз аларны. Әле ул беренче тапкыр килә концертка. Бүген безнең кызыбызның дебют концертка килү. Вот. Яраткан җыры бар. Яраткан җыры бар, әйе. Здесь остановка «Солнышко» было. Ильдар Равилович приходил В гости. в гости. Ну, в общем, мы здесь жили. Это наша первая квартира. Вот окна. Вот наверх второй этаж Балкон. с балконом. Так, конечно, балкон не был остеклен в то время. Сейчас вот Какая квадратура остеклили. была? 30 квадрат, 29, 28? Но сама комната 20 квадратов. И кухня была 5 квадратов, Да, по-моему. кухня там маленькая, да. Да, очень маленькая, но очень уютная была. Да. Я кушать готовила. Илдар миңа тәкъдимне 31 декабрь көнне түнге 12-дә менә шушы квартирада эшләде миңа. Безнең Тәкъдим ясау телевизор карарга, ну, яңа елда бит не телевизор карарга кирәк, телевизор юк. Без ул телевизорны шул яңа ел көнне Айдар минем Файзрахмановтан барып укытучым кайттык. Айдар абый Файзрахмановка. Вот, шундай переносной бер Кичкенә генә телевизор. шундый. Шуны карап, шуның белән каршы алган идек яңа ел. Икәү генә. Әйе. Аннан соң 7 мартта безнең никах булды. Аннан соң
6 августа біздің той болды. Мы здесь жили в 2003 году, когда поженились. И в 2004 году, 1 июля, мы, Эллари, как родилась, мы ее привезли сюда. Вот здесь у нас 12-я стояла. Вот здесь, помню, здесь такого не было. Помню, я кушать приготовил, тебе повез. Да. Здесь вот Он здесь суп сварил. суп сварил. Она после родов мне звонит, говорит, Жаным, говорит, я суп хочу. Уж сикелей. Я быстренько сбегал в магазин, купил курицу, и заварил, короче, этот хороший супчик. Нет, самое главное, он приехал в роддом с миской супа, и его провели до меня. Я говорю, ты что, серьезно? Он говорит, да, я, говорит, сам сварил. Здесь второе отделение. Первое отделение уже вывешено, потому что я буду там одеваться. Это второе все отделение. Это тоже яркие костюмы, которые фэшн-блок мы его называем. Здесь есть и народные костюмы. Здесь вот тюбетейка будет. Здесь большие такие щиты будут. В общем, будет все интересно. А это вообще, наверное, что-то новенькое. Очень понравилось, очень красиво. Да. красивые. Кузель сама прям вся. Ну и каждый концерт у нее шедевр. Это очень красиво. И песни хочется петь, танцевать. Поэтому концерт очень хороший. Наши зрители достойны самого большего. Поэтому мы всегда стараемся максимально выкладываться. Кто-то над этим очень сильно юморит. Говорят, типа, вы там делаете типа шоу, а что-то остальное нет. Это совершенно неправильно. Это просто оправдание тех людей, которые просто этого не делают, я так считаю. Поэтому всегда было так, что концерт — это достойно, и костюмы должны быть, достойно песни, душа и, конечно же, обязательно сама программа. Мы первый раз на ее концерте вообще в восторге. Вообще такая энергетика. Я приехала из Набережных Челнов, когда узнала, что ожидает ее концерт сегодня. С радостью приняла приглашение своей сестры. Если бы была возможность сейчас зайти в квартиру и Гузель увидеть молодую, что бы вы сказали? Я сильно изменилась? Нет, не сильно. Очень опасно было сейчас. Опасный момент. Какой-то совет, может быть, вот действительно. Ну, Самой себе. Самой себе. Честно говоря, я считаю, что верь в себя, да, быть уверенной. Вот я бы так сказала, потому что мы всегда сомневались, ой, правильно ли, неправильно ли. Поэтому всегда надо твердо, не сомневаясь, идти вперед. Вот я считаю так. Она так душевно вот все это прям вот действительно жизненно все это испытываешь. Очень много что-то, допустим, напоминает, какие-то образы там свои в жизни. Поэтому душевненько, вообще отлично. Приходите все на ее концерты. Чудесно. В конце концерта, когда народ, весь зал встает, аплодирует, кричит «Браво!», для нас, наверное, это вот признание на самом деле. И является, как вам сказать, показателем того, что мы движемся в правильном направлении. Для меня моя миссия, как я думаю, что своими песнями я смогу каким-либо образом помочь им. То есть, когда им тяжело, может, когда им очень хорошо, чтобы мои песни всегда были рядом, всегда были в душе.